В эфире информационный выпуск Хамши Кушара. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. Эффективное и мощное подразделение. Центру специального назначения СГБ Абхазии 20 лет. Начало взрослой жизни. Для 1889 выпускников Абхазии прозвенел последний звонок. Взаимодействие на практике. Общественные палаты Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. Центр специального назначения СГБ Абхазии отмечает 20-летие со дня образования. Поздравить руководство и личный состав Центра с юбилеем приехали президент Рауль Хаджимба, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, председатель службы госбезопасности Зураб Маргани и министр внутренних дел Гари Аршба. В честь праздника отличившиеся офицеры были награждены медалями. Ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания. После официальной части сотрудники Центра продемонстрировали свои навыки и умения в тактико специальной и огневой подготовке. Репортаж Ирены Джопуа. Центр специального назначения создавался в сложный период истории нашей страны, в 1998 году, когда обстановка в приграничном Галском районе была очень напряженная и нестабильная. Руководство страны приняло решение о создании спецподразделения для борьбы с диверсионными и преступными группами. Первым командиром спецподразделения был Александр Солопов, заместителем Дмитрий Сангулия. Ежегодно численность личного состава спецподразделения увеличивалась, и сегодня это уже крупный центр со всеми необходимыми подразделениями и практически на 100% сформированным личным составом. За это время, конечно, были большие победы для нас, для нашей Родины, что касается центра нашего. Ну и, конечно же, были серьезные невосполнимые потери. Ну, как известно, где воюют, там погибают. Ну, на данный момент мы плотно контактим, плотно мы работаем с российскими спецподразделениями, повышаем уровень наших бойцов, пытаемся привести к тому, чтобы было намного меньше потерь. На данный момент можно сказать, что уровень наших бойцов ничуть не уступают уровню зарубежных спецподразделений. Как отметил начальник ЦСН полковник Рауль Харабуа, за 20 лет существования центра они никогда не испытывали недостатка в обеспечении. На вооружении бойцов спецподразделения новейшие образцы современного оружия, средств защиты и наблюдения, в том числе и в ночное время суток. Курсанты проходят жесткий отбор перед тем, как вступить в ряды спецподразделения. После прохождения специальных проверок их ждет 4-месячная подготовка, после которой им необходимо сдать все нормативы. Из 100% новобранцев обычно распределяем по отделам, из 100% процентов 15-20 максимум. Потому что многие не выдерживают, дисциплины не выдерживают, физическая подготовка и так далее. Отбор жесткий, но это наши реалии, так надо. В честь праздника отличившиеся офицеры были награждены медалями за безупречную службу 3 степеней. Им объявлены благодарности, а ряду военнослужащих присвоены очередные воинские звания. Президент Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Центра специального назначения с 20-летним юбилеем. За все эти годы многое сделано в борьбе с терроризмом. Подразделение учится практически по ходу проведения соответствующих специфических задач. И не сомневаюсь, вся впереди стоящая работа перед вами будет выполняться качественно, с полной отдачей во имя нашего народа, во имя нашей страны. Разрешите мне от имени всего руководства Абхазии, от себя лично, поздравить весь личный состав, всех тех, кто способствует тому, чтобы это подразделение состоялось, весь тот персонал, который рядом с вами, с этим праздником, пожелать вам самого доброго, здоровья, ну и, конечно, эффективной работы во имя нашего государства. После официальной части гостям были продемонстрированы образцы оружия и военной техники, имеющиеся на вооружении Центра, а сотрудники Центра показали свои навыки и умения в тактико специальной и огневой подготовке. В показательной программе бойцы ЦСН продемонстрировали порядок работы оперативно-боевых подразделений в условиях лесистой местности и городской застройки, а также задержание преступников, передвигающихся на автотранспорте.
Также были показаны несколько учебных упражнений со стрельбой, выполняемых сотрудниками центра для отработки слаженности и взаимодействия в составе небольших групп. В показательных выступлениях была задействована и военная техника. Военно-транспортный вертолет Ми-8, вертолет огневой поддержки Ми-24 и бронетранспортер. Ирена Джопу, Абислан Чинджери, Абхазское телевидение. Указом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба Гарик Саманба назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кови провел консультации с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Кавказе. На встрече обсуждалась повестка 44-го раунда Женевских встреч. Министр поблагодарил сопредседателей Женевских дискуссий за сотрудничество. Мы получили предложение внести определенные изменения в работу формата международных Женевских дискуссий и направим ответ, в котором изложим свое видение ситуации, отметил Даур Кови. Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тайво Клар подтвердил, что сопредседатели обращались к участникам Женевских дискуссий с предложением представить идеи и предложения на тему, как использовать Женевские дискуссии в более продуктивном русле. По приглашению организаторов депутаты Народного собрания Астамур Аршба, Лаша Ашуба и Дмитрий Дбар принимают участие в 22-м Петербургском международном экономическом форуме. Форум является площадкой для встреч лидеров мирового бизнеса, представителей власти, экспертного и медийного сообщества для совместного обсуждения и поиска эффективных решений по наиболее актуальным проблемам экономики. 25 мая для выпускников Абхазии прозвенел последний звонок. В этот день, по традиции, во всех школах страны прошли торжественные линейки. По данным Министерства образования и науки, в этом году школьную учебу завершают около 2000 выпускников. Из них 430 в школах столицы. Всего в республике 159 школ, в которых обучается более 25 тысяч учащихся. Радостные и в то же время немного грустные выпускники прощаются со школой, но это всего лишь первый этап их взрослой и счастливой жизни. Последний звонок в школе – один из самых важных событий в жизни, и все выпускники его ждут с нетерпением. Позади веселые, незабываемые школьные годы, пора детства. Впереди дорога во взрослую и порой нелегкую жизнь. Настает ответственное время, когда выпускникам придется самостоятельно решать свою дальнейшую судьбу, выбирать свой профессиональный путь. В этом году школу Абхазии окончили 1889 школьников, из них 497 – выпускники столичных школ. Последний звонок – радостный, в то же время грустный праздник. С пожеланиями счастливого пути выпускников поздравили малыши, впервые в этом году переступившие порог школы. Мы чудесные девчонки, ваши младшие сестренки. Пролетели как миг 11 лет. Теперь уже вам шлем привет. Вот уже и скоро срок, когда прозвенит прощальный звонок. В этот день звучат пожелания как детям, так и их родителям. Ведь впереди студенческая пора – очередная важная ступень в жизни каждого молодого человека. Представители Министерства образования и науки Республики также поздравили выпускников с окончанием первой ступени образования. Пожелали удачи и успехов в дальнейшем. Выпускники поблагодарили своих учителей, которые в их воспитание и образование вложили немало усилий. Ведь именно учителя долгих 11 лет кирпичик за кирпичиком закладывали знания, которые станут прочным фундаментом в дальнейшей учебе. Неужели будет еще один урок? Да нет же, это не урок, это последний школьный звонок. Неужели в родную школу закроются двери? Мы сегодня должны всех поблагодарить за то, что научили жить. Очень рад, что закончил школу, нормальные оценки. План на будущее поступить в государственный университет в Измар. Надеюсь, все получится. Мне очень трудно расставаться со школой, потому что я очень привыкла к своим одноклассникам, к учителям и ко всей атмосфере. Я очень всех люблю и очень трудно вступать в новую жизнь. На самом деле я рада, что заканчиваю школу, но мне грустно, потому что именно друзья у меня завелись именно здесь, именно в этой школе. Я безумно буду по ним скучать. Как осенью, печаль, покидаю таких хороших учителей, таких хороший коллектив. Что можно сказать?
Спасибо, я говорю, всем ученикам, которые со меня выдержали все эти 11 лет. Вот и прозвенел последний звонок. Теперь вчерашним школьникам осталось сдать выпускные экзамены и сделать первый шаг в дорогу длиною в жизнь. На Алакове Михаил Братухин, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. С целью улучшения качества подачи электроэнергии в селе Эчгиарда специалисты Черноморэнерго на 3 участках села проводят ремонтно-восстановительные работы. Подробнее о них расскажет Алика Трапш. Много лет в районе Облаве села Эчгиарда существовала проблема с обеспечением качественной электроэнергии. Во время непогоды ветхие воздушные линии нередко обрывались и приносили массу неприятностей местным жителям. Специалисты Черноморэнерго установили здесь 35 железобетонных опор и провели около 1500 метров новые воздушные линии, что позволит обеспечить местных жителей качественным бесперебойным электричеством. Раньше был очень такой слабый свет. Конечно, был свет, мы пользовались, но очень был слабый. А в данный момент свет, я надеюсь, будет очень хороший. Можем и печку включить, и телевизор заодно, и холодильник, и все бытовые техники. Чтобы улучшить качество подачи электроэнергии в разных частях села Эчгиарда, специалисты Черноморэнерго планируют снять большую нагрузку от одного трансформатора и перекинуть на другой. Трансформатор находится на удалении, через речку идет, там эти столбы, линии электровей, есть угроза смыва речкой Тгамш. И чтобы упорядочить это все, было принято решение посадить вот этот поселок на этот трансформатор, а вот этот промежуток, который вот из-за речки Тгамш, из-за удаленности, этот промежуток мы убираем, и они получат на месте уже нормальный свет. Данный трансформатор мощностью 630 киловатт находится в центре села Эчгиарда. Он питает электричеством более 50 потребителей. Для улучшения качества электроэнергии специалисты планируют заменить порядка 3 километров низковольтных линий, отходящих от трансформатора. После завершения этих работ можно смело сказать, что 50% всех энергетических проблем и вопросов, которые были в данном селе, они будут исчерпаны. То есть 50% объемов линий электропередач, опор и так далее, они будут приведены в соответствии с нормами. Ремонтно-восстановительные работы по улучшению подачи электроэнергии на 3 участках села Эчгиарда планируется завершить в течение 3 недель. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. На Ингургэс в ночь на пятницу произошла авария, вследствие чего был затоплен турбинный этаж машинного зала, где расположены компрессорные и маслонапорные установки. Повреждений оборудования нет, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. По предварительным данным, авария произошла из-за неполадок в затворном механизме водовода, ведущего к генератору номер 5. Более подробные причины аварии будут установлены после полной откачки воды. Ремонтные работы продолжаются и займут от 3 до 5 дней. Энергоснабжение Абхазии осуществляется перепадной ГЭС-1 и по воздушной линии 220 киловольт ПСО с учетом собственных нужд Ингургэс. Взаимодействие на практике. Под таким лозунгом Общественные палаты Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. Предполагается взаимодействие, обмен опытом, осуществление совместных программ и проектов в сфере науки, здравоохранения, культуры и бизнеса. Главное – от слов перейти к делу, чтобы подписанный документ приносил пользу обществам обеих стран. Нисва Гаршба с подробностями. В нашу страну делегация Общественной палаты Краснодарского края приехала в небольшом составе. Здесь представители бизнес-сообщества, культурных объединений и казачества. В Абхазию глава региональной структуры Любовь Попова приехала не только для налаживания связей, но и для осуществления конкретных проектов и программ, которые, по ее словам, в первую очередь помогут обмениваться опытом. Когда я сюда поехала, я общалась и с законодательным собранием края,
и с исполнительной властью на уровне министров и спрашивала: скажите, я буду встречаться с властью Республики Абхазии, о чем я могу с ними говорить? Не только как общественник, а как представитель вот нашего края, который взаимодействует с властью. И мне было сказано, что: Любовь Викторовна, скажите, пожалуйста, что все двери в наши кабинеты для представителей бизнеса Абхазии или для представителей общественников Абхазии или для представителей определенного направления деятельности в Абхазии, скажите, что мы готовы встречаться. Несмотря на то, что Общественная палата Краснодарского края создана лишь в конце 2013 года, она успела войти в число самых эффективных структур России – из 85 в десятку лучших. Мы сталкивались с очень многими проблемами. Сейчас нас 45. Мы считаем, что это управляемая команда. Вот. И каждый член палаты, он, естественно, является экспертом в определенной области. Соглашение, под которым свои подписи поставили секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба и председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, предполагает взаимодействие во всех сферах, будь то образование, медицина, бизнес, культура и многое другое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Завершая встречу, руководители двух структур обменялись памятными подарками. В рамках короткого визита представителей Общественной палаты Краснодарского края в нашу страну состоялись встречи с представителями правительства Абхазии. Нисфа Аршпа, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В связи с кончиной известного абхазского поэта, прозаика, кавалера орденов Ахтзапша III и II степени, члена Ассоциации писателей Республики Абхазия Мушни Микая, создана комиссия по организации похорон под председательством первого вице-премьера Даура Аршба. Мушни Микай ушел из жизни в четверг, 24 мая, на 87-м году жизни. Траурный митинг пройдет в субботу, 26 мая, в Сухуме по улице Киртава. Для знаменитых сухумских часов строят новую башню. На 25-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии над администрацией города вновь забьют куранты. Рената Шакая продолжит тему. Разобраны все конструкции и обшивка башни. Изучив ее детально, специалисты пришли к выводу, что несущие балки пришли в негодность. Механизм часов сейчас разобран и хранится в одном из помещений администрации. Внутри курантов пустота, лишь прогнившие балки, которые уже почти полностью демонтированы. С виду небольшие часы весят около 2 тонн. Именно эта нагрузка привела к тому, что башня дала крен. Вот почему на крыше появились трещины. Кровля нуждается в полной замене. Если хотя бы на 1 сантиметр будет искривление, часы работать не будут. Это не современные часы, это часы очень старые. Отклонение вообще недопустимо никакое. Часы сами, они в прекрасном состоянии. Наши специалисты участвовали, специалисты из Питера, приглашенные. Это они нормальные. Когда надо будет собирать, мы их опять пригласим, они установят все в точности, как они стояли. Специалисты из Управления архитектуры и градостроительства провели замер башни, чтобы потом возвести точно такую конструкцию. Затем был подготовлен проект. Сметная стоимость работы. Конструкция башни уже готова. На проекты и на работу выделено 2 миллиона рублей, 230 тысяч на проектные работы и 1 700 000 на сами работы. Но здесь есть и другая проблема. Я хочу, чтобы вы знали, что само здание, оно устарело. Оно было построено в 1911 году, и было построено часть работ бетонной без арматуры. Сделано без арматуры, поэтому оно уже начинает рассыпаться. Конечно, надо думать о том, чтобы в ближайшие 5-10 лет мы обязаны или перейти в другое здание, или его реконструировать основательно, оставив только фасад. Все остальное здание надо уже разбирать, оно очень опасно. И поэтому, когда будем ставить часы, на 2 этажа мы должны опуститься, чтобы часы держались.
Рабочие в первую очередь разобрали кровлю башни, деревянный каркас и шпиль. Сейчас же выламывают стены и убирают мусор. Через пару дней после того, как вся конструкция башни будет разобрана, специалисты приступят к заливке бетона. Чтобы бетон хорошо высох, нужен месяц. Затем рабочие начнут установку самого каркаса, шпиля и укладку стен. Завершат ремонт и заведут часы уже в сентябре. Рената Шакай, Тимур Гугухи, Абхазское телевидение. В воскресенье 27 мая в столичном избирательном округе номер 14 микрорайон «Маяк» состоятся повторные выборы депутата Сухумского городского собрания. Выборы пройдут в связи со сложением своих депутатских полномочий Давида Мирзаяна. В бюллетене для голосования значатся два претендента – Алхаз Киря и Ираклий Чачхалия. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен кратковременный слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.